Китайские власти объявили, что добыча нефти и природного газа на месторождении Тарим, одном из важнейших нефтяных месторождений Восточного Туркестана, в текущем году превысила 17 миллионов тонн. Как сообщает China Global Times, филиал китайской нефтяной компании Синьцзинь в Восточном Туркестане добыл 14,9 миллиона тонн сырой нефти и 3,75 миллиарда кубометров природного газа за последние 8 лет. Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, в результате обрушения золотого рудника в городе Гульджа на востоке Туркестана под завалами оказались 18 человек. Поисково-спасательные группы, отправленные на место происшествия, извлекли из-под обломков 22 тела. В общей сложности на шахте, где находится 40 человек, продолжаются поиски пропавших без вести 18 человек. Китай сообщил о проведении военных учений вокруг острова против растущего скрытого сближения США с Тайванем, с которым он находится в конфликте за суверенитет. В заявлении командования Народно-освободительной армии Китая на Западном фронте говорится, что вокруг Тайваня проводится совместное патрулирование в чрезвычайных ситуациях и учения по огневой подготовке. Министр иностранных дел Китая Ван И в своем онлайн-выступлении на симпозиуме, организованном Китайским институтом международных отношений в Пекине, сообщил, что его страна будет поддерживать связи и солидарность с Россией во внешней политике против политики сдерживания и противодействия США, основанной на логике холодной войны. Национальная комиссия здравоохранения Китая прекратила раскрывать ежедневное количество случаев заболевания COVID-19. Огромный разрыв между данными, обнародованными Национальной комиссией здравоохранения, которая столкнулась с трудностями при подсчете ежедневных случаев после требований к ПЦР-тестированию, и реальной ситуации в стране, привел к обсуждению достоверности данных. Комиссия не раскрывает число смертей, связанных с COVID-19 в Китае, уже 4 дня подряд. Число погибших в результате ледяной снежной бури в США, которую можно увидеть раз в поколение, возросло до 26 человек, в то время как миллионы людей остались без электричества. Там, где был сильный снегопад, было объявлено чрезвычайное положение и введен запрет на вождение.